Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to'qol jamiyat. Şu bir ay oldu biz kararını sağlamamız aynılar gibi. Lapta ajdayımı gösterip Zaynullah Cemil size tanıtayım. Bu üniversitede okup bitken. Çok bize iyi konu uykuya düşmegen bu şehirlerde barda üstüne her zaman şehirde turan. Onun için Zaynullah size kıyımsa orçça aytırız, orçça anlayırız. Sizge de çıkmış adamsa şol aytırız. Razı mısınız? Zaynullah aytırız zaten. Bu boyutta razı. Zaynullah bu kananeski adılıp barkan tergen kitaplarda көп yerde işlegen. Любой soru verseniz просто çeçip vereceksiniz. Pek ulu alim, Allah razı olsun. Bundan faydalanmağa gidiyorsunuz. Bizge de sizge de Allah nasip etsin Allah. Zaynullah Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракатуху. Поинтересовался у сотрудников Хаджи насчет этой традиции, насколько она стабильно проходит вот это обучение, вот эти лекции еженедельные. Он говорит, что за исключением каких-то летних месяцев практически весь год такие лекции проходят. Это крайне важно. Пятничная хутба – это пятничная, она дежурная, обычная проповедь. Но вот такие лекции, где люди спокойно сидят, уже никуда не торопятся, такие лекции крайне важны. И меня очень радует, что здесь собралось очень много молодежи. И, наверное, это заслуга не в последнюю очередь и Савельтуна Хаджи. Пусть Аллах Всевышний еще больше поможет ему, укрепит его знания, увеличить его знания и старания на пути просвещения, на пути распространения ислама. Конечно, вот в это время, сейчас удивительное время мы живем, сейчас вообще о чем-то еще говорить сложно, кроме как о Палестине, да, потому что это наша боль, это наша кровоточащая рана, и говорить о чем-то отстраненном от этой темы, ну, крайне сложно. Поэтому в какой-то степени то, что я хотел вам рассказать и хотел с вами поделиться, это касается и нашей темы, нашей боли, тех событий, которые происходят сейчас в нашей братской стране, в Палестине. Мы являемся свидетелями ужасных событий с одной стороны, и в то же время наверное, вы тоже, я испытываю глубокую гордость за тех наших братьев, которые вопреки всему, вопреки всем своим братским соседним странам взяли в руки оружие и дают хороший бой, дают отпор, ведут хоть не такую, но хоть ведут вот такую вот войну, партизанскую войну, и достойный ответ дают врагам Аллаха, сионистам. Есть у них жертвы и не маленькие. Конечно, от этой по-другому назвать нельзя. Это истерия. То, что сейчас делает Израиль, это истерика. От того, что они не могут и, видимо, не хотят достойным образом воевать в соответствии с правилами ведения войны. Ведь там существуют правила определенные, везде есть стандарты и правила. Они, вопреки всем этим законам, правилам, стандартам, от своей беспомощности, от своей злобы, от своей бесчеловечности, людьми их назвать невозможно, просто истребляют, убивают, совершают геноцид, убивают мирное население, которое вообще никакого участия в этом не принимает, детей, женщин. Более того, стараются убивать именно женщин и детей, чтобы прекратить, чтобы ограничить рост населения, чтобы таким образом подавить и сократить численность наших братьев. Но ни одно государство за всю историю человечества на зульме долго не существовало. Какое бы государство, какой бы народ не творил нечестие, зульму такое государство долго не существует. Поэтому они просто по факту того, что совершают зульму, кровопролитие, такое уже было в истории дважды,
за всю многолетнюю историю, тысячелетнюю историю этой земли, Палестины, там буквально 85 или же не более 100 лет просуществовало иудейское или вот это царство. И дважды это царство у них существовало, дважды оно, если я не ошибаюсь, более 70, более 80 лет оно не существовало. Всевышний Аллах за их беззаконие, за то, что они убивали своих пророков, за то, что творили нечестие, совершали грехи, Всевышний Аллах их наказывал, направлял к ним людей, другие, совершенно другие народы воинственные, которые просто их разрушали, их царство истребляли. Так дважды. Сейчас они переживают те же времена, сейчас они творят тоже беззаконие, тот же произвол, геноцид. И люди, которые среди даже израильтян, иудеев, которые знакомы со своей историей, знают о некоторых признаках, даже они, многие сейчас люди, это и хорошо, с одной стороны, покидают Израиль уже. По некоторым данным, около 500 000 израильтян, 500 000 израильтян уже покидали Израиль. В свое время, когда Израиль создавался, он тоже создавался с привлечением огромных масс еврейской национальности. Чтобы государство как таковое состоялось, нужно было привлекать со всего мира. Собирали евреев, даже если там какое-то отдаленное родство есть, какая-то кровь, еврейская кровь, туда они всех приглашали, собирали, таким образом это псевдогосударство было создано. Сейчас происходит обратный процесс, то есть если начинается будет, и сейчас происходит отток, это в принципе повод для хороших перспектив для наших надежд. Поэтому многие спрашивают, да, на самом деле, на самом деле мы не можем не спрашивать. Конечно, мы все спрашиваем, все друг друга спрашивают, богословов, уляма спрашивают, ну что можно сделать в этой ситуации, что можно сделать. Поехать туда, конечно, практически нереально. И неужели только дуа? Нет, не только дуа. Есть еще и другой способ, очень даже действенный. Это, к сожалению, у нас это так почему-то не развито. Как-то вот это мы немножко вот вопрос как-то не проработали. Это вопрос бойкотирования продукции. Если мы немножко над этим поработать, ну, есть люди, которые работают, выясняют, изучают, там, какая продукция является продукцией Израиля, какие компании помогают Израилю, там, делают какие-то отчисления. Вот все эти продукты, всю эту продукцию, все эти компании надо жестко игнорить, не покупать их товары. И тогда, а это просто так кажется, что это какой-то там бойкот, что он там может сделать. На самом деле это огромные, колоссальные убытки приносит им. Потому что войну себе может позволить только богатое государство. Войну можно проводить только есть деньги, огромные деньги. Для этого, поэтому если подсечь экономику, то и воевать тоже и продолжать свою агрессию, свой геноцид они тоже не смогут. Поэтому, конечно, да, за наших братьев, которые с ними воюют, дают отпор и мужественно себя ведут, героически себя ведут. Я лично горд, что я живу в одно время с этими людьми. И мы все должны гордиться этим. Я уверен, что это именно и все уляма об этом говорят, что они, те жители Палестины, жители Газы, и те, кто сейчас дают отпор, это именно та группа, это те люди, о которых пророк, алейхиссалату вассалям, в своих хадисах говорил, что до судного дня будет определенная группа людей, которая будет оставаться на истине. И там много есть риваятов. И когда у пророка, алейхиссалату вассалям, спросили, где эти люди находятся, он сказал, Бибайтиль Мактис, в Акнафи Байтиль Мактис, то есть на территории то есть Палестины и в округе. То есть там есть даже хадис, где конкретно говорится, что это территория вот этих городов, но которые сейчас находятся на территории Израиля, которые уже
аннексирован Израилем. Вот из хадиса пророка, алейхиссалату вассалам, где об этих людях говорится, то есть по описанию, согласно этому хадису, это получается, что это именно те люди, которые не перестают находиться в этой борьбе против этих притеснителей. Иншаллах, в любом случае победа будет за нами, Палестина, иншаллах, будет свободна. Не переставайте делать дуа и просить Всевышнего Аллаха. Надо, конечно, в первую очередь дуа, во вторую очередь, кто может, как может. Но это, конечно, это уже более такая коллективная работа, более такая, должна быть проработка здесь по части бойкота. Это тоже, этому считать, что это что-то такое незначительное нельзя. Надо в этом направлении тоже надо поработать, в направлении бойкота израильской продукции или той продукции тех стран, тех компаний, которые поддерживают, помогают Израилю. И переходя, говоря уже к своей теме, вообще по окончанию Второй мировой войны произошла, видимо, такая, да, потому что война была очень жестокая, произошла такая переоценка ценностей. В 1945 году был создано объединение Организации Объединенных Наций, ООН, а в 1948 году уже была принята Всемирная декларация прав человека. И в этой декларации были прописаны все вот эти права человека на жизнь, на образование, на вероисповедание, на неприкосновенность и так далее. Там очень много вот этих законов декларация в себя включала. Ну и, конечно, и как бы практически все государства, насколько мне известно, взяли на себя, да, такое обязательство, эти права соблюдать. Естественно, и в то время уляма-и всегда взвешивали подобные явления на весах шариата, и оказалось, что та декларация, которая была принята, она вполне соответствовала интересам ислама и учению, и тому, к чему призывает ислам. И более того, то, что у них в этой декларации закреплено как права, в исламе об этом очень давно было сказано. В исламе эти права еще имеют более такой высокий статус. Например, в исламе есть такое понятие ад-даруриятль хамса, то есть это защита религии, защита жизни человека, имущества, его разума и чести. И вот эти вещи, то, что в этой декларации было отражено как права, а в исламе эти вещи имеют более такой священный такой статус. И об этом вот некоторых правах и человеческом достоинстве хотелось вот немножко пару слов тоже сказать. Вообще человек, существо как существо, это, конечно, уникальное существо, творение Всевышнего Аллаха, которое Всевышний Аллах оказал великое почтение, оказал высокое, создал его, дал ему определенное высокое достоинство. Мы знаем, что неживой мир, который вокруг нас, небеса, космос, Земля, горы, наша планета, разумом определенным таким не обладают, но какое-то определенное сознание у этого всего есть. Всевышний Аллах дал им определенное сознание этим вещам. И в Коране Всевышний Аллах рассказывает, повествует о том, что в свое время небесам, там, скажем, космосу, земле, горам Всевышний Аллах предложил взять на себя аманат, ответственность. Что она из себя представляет? Ответственность за то, что если, когда они спросили, что она из себя представляет, этот аманат, это значит, что вы будете покорны, и если за покорность будете, за добровольную покорность будете вознаграждены, за ослушание будете наказаны.
Всевышний Аллах в этом Коране говорит: «Бисмиллахир рахманир рахим, инна араднал аманата аля самавати валь арди валь джибали, фаабайна ан яхмилляха ва ашфакна минха, ва хамаляха инсан». Посмотрите, обратите внимание. Всевышний Аллах говорит: мы предложили, говорит Аллах Всевышний, этот аманат, понести бремя этого аманата, предложили небесам, предложили земле, предложили горам. Они отказались, говорят. Они отказались, испугались этой ответственности, сказали: вот мы будем, нам не нужно ни вознаграждения, ни наказания, мы будем покорны творениями Всевышнего, мы будем соблюдать покорность без всяких надежд, без надежд на награду, или же, и чтобы не были наказаны. Вахамаляха инсан, а Адам, согласно тафсиру, алейхиссалям, эту ответственность на себя взял. То есть и мы, как его потомство, уже, естественно, эту ответственность несем. Эта ответственность, что за этот аманат? Аманат за то, что мы уверуем во Всевышнего Аллаха, познаем Всевышнего Аллаха и будем строить нашу жизнь на этой земле в соответствии с его установлениями. Наша задача в этом мире, как сказано в Коране: «Вама халактул джинна валь инса илля ли'абудун», сотворил я джиннов, Всевышний Аллах говорит, и людей, не иначе, как для того, чтобы они мне поклонялись. Но, естественно, Ибн Аббас, комментируя этот аят, говорит, то есть создал я вас, чтобы они познали меня, чтобы люди познали Всевышнего Аллаха. Поэтому у нас две миссии на этой земле. Это познать Всевышнего Аллаха по тем знамениям, которые нас окружают. Вокруг нас это масса, очень много знамений в виде того, что нас окружает, в виде всего этого мироздания. И в нас самих тоже есть очень много знамений, которые указывают нас на нашего Создателя. И познав таким образом Создателя, мы проходим к исламу, проходим к этому пути и поклоняемся Всевышнему Аллаху. Это одна наша миссия. Вторая наша задача, цель нашей жизни, это, конечно, это созидать на этой земле. Человек создан, чтобы созидать, познавать этот мир, познавать, раскрывать все, что в нем заложено Всевышним Аллахом, и на основе того, что мы познаем, раскрываем для себя, изучаем, созидать, вести созидательную работу, создавать комфорт на этой земле и благодарить Всевышнего Аллаха. И в этой связи в Коране Всевышний Аллах говорит: «Васаххара лякум ма фис самавати ва ма фил арди джами'ан мин». То есть Всевышний Аллах говорит, что Он для вас подчинил и то, что на земле, и то, что на небесах. То есть о каком подчинении идет речь? Тарифу такрим. То есть Аллах нам подчинил все, что нас окружает, землю и небеса, и вот весь этот мир подчинил, чтобы мы его познали, и в этом есть определенное почтение для нас. Аллах нас почтил таким образом, что Он нам дал возможность и способность познавать этот мир. И еще каким образом почтил нас? То есть мы, познавая этот мир, благодарим Всевышнего Аллаха и познаем Всевышнего Аллаха. Благодаря тому, что Аллах нам подчинил на этой земле, мы познаем этот мир и приходим к иману и благодарим Всевышнего Аллаха. И вот если эти вещи у нас будут, иман и благодарность Всевышнему Аллаху за его блага, то мы, по сути, мы избегаем наказания Всевышнего Аллаха. И об этом в Коране тоже Всевышний Аллах говорит: «Ма яф'алюллаху би'азабикум ин шакартум ва амантум». Нет никакой необходимости вас наказывать, в Коране Всевышний Аллах говорит, нет необходимости подвергать вас наказанию, если вы будете благодарны и будете верующими. Ин шакартум ва амантум.
Нет Всевышнему Аллаху нужды, необходимости наказывать, подвергать нас наказанию. И говоря о достоинстве, подчеркивая наше достоинство, Всевышний Аллах говорит в Коране: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Мы, Всевышний Аллах говорит, это о чем говорит? О том, что человек, как сам по себе, это величайшее, уникальное, почтенное творение Всевышнего Аллаха. Мы проявили почтение, говорит Всевышний Аллах, сыновьям Адама, то есть всему человечеству. Мы их переносим по суше, по морю, мы их наделяем благами, и мы дали им превосходство над многими творениями, над остальными, над другими творениями, мы дали им превосходство, говорит Всевышний Аллах в этом аяте. Ну, конечно, и более того, Всевышний Аллах еще для чего нас создал? Для того, чтобы нас облагодетельствовать, чтобы нам проявить милость, чтобы мы как бы являемся адресатами милости Всевышнего Аллаха. В Коране есть такой аят: «Илля ман рахима раббу, валидалика халакахум». То есть люди продолжают относительно истины припираться, спорить. Есть верующие, есть уверовавшие, есть неверующие, агностики и так далее. То есть относительно истины много разговоров, споров происходит. И в этом аяте говорит, то есть за исключением тех, над кем смилостивился твой Господь, для этого Он их и создал. За исключением тех, над кем смилостивился твой Господь, для этого Он их и создал, чтобы им оказывать милость. Есть один очень интересное такое предание. Это не хадис пророка, алейхиссалату вассалям, но хотя некоторые говорят, что это хадис аль-Кудси, но среди хадис Кудси как бы этого нет. Скорее всего, это какое-то предание из прежних писаний, но тем не менее по содержанию, вот то, что я сейчас хочу вам рассказать, но по содержанию, в принципе, это те истины, которые тут есть, они есть в разных аятах, в разных хадисах пророка, алейхиссалату вассалям, это все присутствует. Вот этот ахар, вот, обратите внимание, очень такое интересное, обращает такое интересное по содержанию вот это предание. Каждый день, это опять-таки к тому, что насколько Аллах Всевышний милостив к людям. Каждый день, говорит, каждый день земля обращается ко Всевышнему Аллаху, говорит: «Да они яра, о мой Господь», земля говорит, «позволь мне, я проглочу сыновей Адама. Они едят твой риск, то пропитание, которое ты им даешь, они твой риск едят и не благодарят тебя. Позволь, я их проглочу», говорит, земля говорит. Моря говорит: «О мой Господь, позволь мне, я потоплю сыновей Адама. Они едят твой риск, но тебя не благодарят». Горы говорят: «О мой Господь, позволь мне, я обрушу свои скалы, горы, камни, обрушу на сыновей Адама. Они едят твой риск, твое пропитание, но тебя не благодарят». Небеса говорят: «О мой Господь, позволь мне, я обрушусь на сыновей Адама. Они едят твой риск, но тебя не благодарят». Небеса говорят. И Всевышний Аллах им всем отвечает: «Фаякулю Аллаху азза ва джалля лахум, я махлюкати, антум халактумухум». О мои творения, говорит, вы их создали. Этих людей вы создали. Они говорят: «Да, я Раббана, нет у нас Господь». И Аллах им отвечает: «Ляу халактумухум, ля рахимтумухум». Если бы вы их создали, вы тоже бы к ним были милосердны. Аллах говорит: «Дауни ва ибади», оставьте меня и моих рабов, говорит Аллах. «Ман таба иляйя минхум, фа ана хабибухум». Кто из них ко мне обратится с покаянием, я буду их любимцем.
وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأَنَا تَبِيبُهُ. Если кто-то не раскается, я буду лечить его, говорит Всевышний Аллах. Но как обычно Аллах лечит? Какими-то наказаниями, болезнями, происшествиями. То есть Всевышний Аллах делает так, чтобы ты обратился, свое сердце, свой ум обратил ко Всевышнему Аллаху. Тебя Аллах Всевышний подвергает каким-то испытаниям, сложностям, трудностям, чтобы ты наконец-то прозрел, открыл глаза и обратил, увидел эту дорогу перед собой, что куда нужно идти, в каком направлении нужно идти. И он поэтому говорит, если они не раскаются, я буду их лечить. وَأَنَا إِلَيْهِمْ أَرْحَمُ مِنَ الْأُمِّ بِأَوْلَادِهَا. Я к ним более милосерден, чем мать к своим детям. Обратите внимание. Ну да, хоть это не хадис, это афар, одно из преданий, да, возможно, из прежних писаний, но такие хадисы тоже есть. Когда пророк, алейхиссалату вассалям, вместе со своими сахабами проходил мимо одной женщины, которая сидела перед костром вместе со своим ребенком, он спросил сахабов, как вы думаете, эта женщина способна своего ребенка бросить в этот огонь? Он говорит, посланник Аллаха, это как такое не бывает, это невозможно, говорит. Он говорит, ваш Господь к вам более милосерден, говорит, чем эта мать к своему ребенку. Вы представьте уровень, степень милосердия, сострадания, доброты Всевышнего Аллаха к нам. Далее в этом предании говорится, فَمَنْ جَاءَنِي مِنْهُمْ تَائِبًا تَلَقَّيْتُهُ مِنْ بَعِيدٍ مُرَحِّبًا بِالتَّائِبِينَ. Кто ко мне начнет идти, раскаиваясь, я его приму, приветствуя его, сдалека я его начну как бы приветствовать, его, ожидая его прихода. وَمَنْ ذَهَبَ مِنْهُمْ عَاصِيًا نَادَيْتُهُ مِنْ قَرِيبٍ. Вы посмотрите, какие красивые слова. Кто из них будет ослушаться меня, отдаляясь от меня будет ослушаться, я ему сдалека как бы обращусь к нему. Иля айна тазаб, ты куда идешь? Аваджатта раббан хайри, неужели ты нашел Господа, помимо меня ты Господа нашел, неужели ты нашел Господа помимо меня? Куда ты идешь, говорит? Амваджатта рахиман сивая, неужели ты нашел более милосердного помимо меня, кого-то кроме меня, кого-то нашел еще такого милосердного, кроме меня. Но, повторюсь, да, это афар, это одно из преданий, возможно, из прежних писаний, но, тем не менее, по содержанию своему оно содержит такое же, подобное содержание, подобные смыслы есть и в аятах из Корана, и в хадисах пророка, алейхиссалям. Человек, конечно, да, мы после того, как наш праотец Адам алейхиссалям взял на себя эту ответственность, мы являемся все мукалляфами. Кто такие мукалляфы? Мукалляф – это человек, который вступает в совершеннолетие, и на него уже в полном объеме возлагаются все предписания. Пост, намаз. Если он какие-то совершает грехи, он несет за это ответственность, он совершает грех и так далее. В этой связи поэтому мы своих детей должны приобщать к ибадату, к поклонению, к познанию Всевышнего Аллаха с 7-летнего возраста. Согласно хадисам пророка, алейхиссалату вассалям, с 7-летнего возраста уже должны объяснять, приобщать, а с 10 лет уже даже можно и даже и поругать, и слегка наказать детей, если они уже не делают там, пропускают намазы и посты и так далее. Почему это нужно делать? Возникает вопрос, они же дети. Потому что есть такое понятие физическая память, мышечная память. Когда человек с детства приучается делать что-то, приучается что-то делать, даже если он не понимает замысла того, смысла того, что он делает, когда он уже становится взрослым и уже начинает разбираться, понимать, тогда ему уже не составляет труда делать намаз, поститься, ограничивать себя в чем-то, воздерживаться от запретов. Он уже все, уже понял, сознание проходит потом, а уже мышечная память, его мышцы, его тело, уже физическое его тело вполне уже готово к соблюдению вот этого таклифа. И человек, так мы устроены, да, это мы наделены разумом, который постигает окружающий мир, который
оценивает, анализирует те знамения, все то, что вокруг нас происходит, и приходит к познанию Всевышнего Аллаха. Человек наделен сердцем, которое любит, которое должно любить Всевышнего Аллаха. И человек — это еще, естественно, физическая оболочка. И пищей ума является знание. Без знания человек будет деградировать. Пищей сердца является любовь к Всевышнему Аллаху. И для физического тела пищей является уже обычная еда и питье. Если вот все эти три органа, скажем, когда вот эти все три вещи, они не будут получать должного обеспечения, питания, скажем, духовного и какого-то, то, конечно, человек будет впадать в крайности. Если же все эти потребности удовлетворяются одновременно, то есть разум получает знание, мудрость, есть даже такое высказывание, что если человек в течение 40 дней не получает знания, его сердце умирает. То есть имеется в виду не физическое сердце, то есть духовное его сердце погибает, если в течение 40 дней человек не получает пищи, духовной пищи, не получает знаний, мудрости. Поэтому в этом, видимо, и определенный замысел есть, да, когда каждую пятницу, раз в неделю человек обязательно должен получать какое-то наставление, какое-то питание в виде знаний. Питанием сердца является, конечно, любовь ко Всевышнему Аллаху. Невозможно искренне, осознанно поклоняться Всевышнему Аллаху, если этой любви нету ко Всевышнему Аллаху. Почему некоторым людям сложно делать намаз, сложно поститься? По всей видимости, они не познали должным образом, не познали своего Создателя, не испытывают к нему должной любви, и поэтому физическая составляющая поклонения их утомляет, им тяжело это делать. А когда разум понял, познал Создателя, сердце Аллаха Всевышнего любит, тогда, конечно, органы тоже легко подчиняются и поклоняться легко, потому что есть осознание, есть любовь к своему Создателю. Каждый человек стремится к тому, чтобы жить, к тому, чтобы улучшить свое существование, усовершенствовать его и подольше остаться как бы на этой земле, да, подольше прожить. Поэтому для того, чтобы человек полноценно проживал на этой земле, ему необходимо поклоняться, быть покорным своему Создателю, следуя тем предписаниям, которые мы черпаем из нашей религии, из ислама. По сути, у нас сегодня, вот посмотрите, да, крупнейшие игроки на этой земле, на этой планете, все страны, все технически развитые страны, крупнейшие страны, за что сегодня идет такая борьба? На каком поле? На поле вооружения. Каждая страна стремится как можно разработать как можно более мощное оружие. Несмотря на эту декларацию, принятую в 1948 году, о правах человека, о правах на жизнь и так далее, тем не менее, получается, они в полном объеме до конца в эту декларацию, видимо, и не верят, поэтому идет такая страшная гонка вооружения. Но в этой связи, к чему я это говорю? В этой связи мусульманские страны достаточно серьезно отстали в какой-то период, несмотря на то, что в средние века мусульманские страны были передовыми в науке, расцвет был науки именно на период расцвета исламского халифата, но тем не менее в какой-то период это первенство было упущено. И сейчас в этой области, в области вооружения, в области наличия оружия, разработок, мусульманские страны практически, можно сказать, на последнем месте. Только приобретают, покупают и все. И, естественно, в тех странах на Западе, да, наука есть, прогресс есть,
но нет морали, нет нравственности, нет религии. И все это к чему приводит? К тому, что население в них вырождается. Некоторые люди спрашивают, ну почему мы, мусульмане, такие отсталые, такие неумные, почему там на Западе умные, такие технологии, такое развитие научное, а у нас почему нет? Ну, здесь надо вот одну вещь понять. Ум бывает два вида. Есть ум, который связан с этим миром, то есть он нацелен только на то, чтобы развивать, достигать каких-то научных высот, скажем так, технически развиваться. Но этот ум ограничен. Он ограничен только пространством в этой жизни. То есть эти знания, эти научные успехи, они на том свете уже никакую пользу, абсолютно никакого влияния, никакой пользы не приносят. Эти знания приносят пользу только здесь. Так скажем, другой вид ума, когда человек думает не только о своей жизни на этой земле, а еще он задумывается о том, а что же будет со мной после смерти. Ведь жизнь же не заканчивается, это же было бы бессмысленно, да? Мы знаем, что жизнь на этом свете с нашей смертью не закончится. Есть продолжение, и есть вечность, есть ахира. И вот к этому ахирату нужно основательно на этой земле подготовиться. Вот этот ум, это более совершенный ум. Этот ум, это и есть, по сути, ум, настоящий ум. А этот ум, который позволяет каким-то приходить к научным результатам, развиваться, технически развиваться, технологии добиваться, этот ум ограничен. Поэтому здесь нужно вот эту вещь нужно тоже понимать. И к чему я это говорю? К тому, что у нас остается только одно. У нас есть мораль, у нас есть ислам, у нас есть и эту мораль, и вообще человечество сможет, получается, существовать только тогда, когда эта мораль есть, и когда мы будем передавать эти знания, передавать нашу религию нашим детям. Нам остается только, вот, чтобы вот это продолжалось, получается, в какой-то долгосрочная победа в перспективе, превосходство заключается в том, чтобы заключается в исламе. А оно, естественно, к этому исламу, и чтобы мы оставались в превосходстве, нужно для этого воспитывать детей, готовить детей, растить детей, заводить детей. Это же, хотя и это уже для Запада, там, завести ребенка, это, там почему идет такая мощнейшая деградация населения идет? Там приток населения увеличивается, население в западных странах увеличивается не благодаря рождаемости, а благодаря иммигрантам, которые туда приезжают, только благодаря им населению, приток населения. А там в Германии, в Испании, вот эти все европейские национальности, они с каждым годом катастрофически сокращаются. Почему? Потому что нет ценностей, нет никаких заинтересованных в том, чтобы создать семью. Более того, там же вообще идет борьба, конкретная борьба против семьи, против нормальных, естественных отношений, пропаганда ЛГБТ и так далее. Поэтому население сокращается. В долгосрочной перспективе, получается, мы, мусульмане, должны быть на коне. Иншаллах. Поэтому, говоря о человеческом достоинстве, вот, говоря о тех правах, да, о которых вот я сказал, в этой декларации, пророк наш, алейхиссалату вассалям, в прощальный год, когда он совершал прощальный хадж, почему он был прощальный? Потому что он вот через 4 или 5 месяцев пророк, алейхиссалату вассалям, скончался. Это был первый и последний его хадж. И тогда, когда люди узнали, что пророк, алейхиссалату вассалям, собирается совершить хадж,
чтобы попасть именно вместе, увидеть, как пророк, алейхиссалату вассалям, совершает хадж, и вообще, чтобы увидеть пророка, алейхиссалату вассалям. Ведь не все же люди в те времена даже видели пророка, слышали о нем, знали о нем, ислам распространялся, но были люди, которые его не видели тогда. И вот, чтобы увидеть пророка, алейхиссалату вассалям, и чтобы совершить вместе с ним хадж, со всех племен приехали мусульмане, и это было вот колоссальное такое было количество, это было, говорят, от 100 до 120 тысяч человек было, собрались на прощальный хадж вместе с пророком, алейхиссалату вассалям. И вот там была произнесена пророком, алейхиссалату вассалям, знаменитая его проповедь, прощальная проповедь. Там было, конечно, много, так скажем, тезисов, и в числе прочих было «Инна Аллаха харрама алейкум димаакум ва ахрадакум ва амвалакум». Всевышний Аллах сделал друг для друга, то есть Всевышний Аллах запретил имущество, жизнь одних вас, то есть Всевышний Аллах запретил жизнь, имущество и честь одних из вас перед другими. То есть никто не вправе, ни один мусульманин не вправе посягать на жизнь, на честь и на имущество другого мусульманина. По сути, если мы сегодня, в большинстве, по большому-то счету, более-менее богобоязненные мусульмане сегодня и не посягают на это, и не думают, но тем не менее, если, хотя мы разные случаи слышим, кто-то кого-то задел, обидел, на этой почве возник какой-то конфликт, убийство и так далее. Но жизнь, имущество и честь друг друга, она для нас харам. Мы не можем, не имеем права посягать на эти три вещи. И что касается святости жизни, это понятно, да? Жизнь каждого человека, она священная, потому что все наше будущее в ахирате зависит от того, как мы распорядимся нашей жизнью. И поэтому мы категорически запрещено посягать на жизнь другого человека. Почему? Потому что, получается, мы губим его ахират. Мы и губим и свой ахират, и, получается, пресекаем человеку возможность совершать благое, развиваться и так далее, чтобы он на том свете достиг какого-то определенного счастья. И в этой связи и определенные наказания, возмездие, око за око, как говорится, это тоже все это предписано для того, чтобы люди берегли жизнь друг друга, не посягали на жизни друг друга. И вот конкретно хотелось бы остановиться, знаете, на чем? Вот я уже подытоживаю, да? Уже пора подытоживать. Мы слушали, да. Сам ты мне говорил, что хочешь говорить. Что хочешь говорить, сколько хочешь говорить. Поэтому я сижу. Да. Но все равно, вот хочу сейчас касательно чести человека коснуться, сказать. Это одна из 3 вещей, на которые нельзя посягать. И нельзя сказать, что до пророка, алейхиссалату вассалям, до ислама, вы знаете, период до пророка, до ислама период назывался джахилия, период невежества. Почему? Потому что, да, у людей были, люди знали о достоинствах. У людей была нравственность, но от того, что когда не знают, где она должна начинаться и где она должна заканчиваться, эти границы этих достоинств и благодетелей расплывались. Например, у арабов была щедрость в почете. Но от того, что вот они, вот чтобы лишь бы не ударить в грязь лицом, вот если приходили гости, они вот могли порезать для этого гостя вот последним. Вот все могли, вот, потому что это позор. Не угостить человека, не угостить, оставить без внимания гостя, это позор. То есть у них граница между щедростью и исрафом не было, она там расплывалась. Там за честь могли убить. Там, хотя вот такие вещи у них, достоинства у них были в джахилии.
мало от того, что не было руководства от Всевышнего Аллаха, не было границ, этих границ не было, поэтому там четких границ не было, и одно явление, часто какая-то благодетель, какое-то достоинство перетекало совершенно в противоположность какую-то. И вы, наверное, помните тот период из жизни пророка, алейхиссалату вассалям, когда он вместе с Абу Бакром последними они покинули Мекку, переселились в Медину. Почему? Потому что в Мекке уже невозможно было совершать ибадат, невозможно было призывать к исламу. И потихоньку так всех мусульман пророк, алейхиссалату вассалям, им сказал, чтобы они переселялись в Медину, в Яфриб. И пророк, алейхиссалату вассалям, дождался веления Всевышнего Аллаха, и он последний переселился вместе с Абу Бакром. Там, конечно, много вокруг этого эпизода есть, много деталей интересных, но вот хочу ваше внимание обратить на один очень интересный эпизод. Когда уже, вы знаете, да, пророк, алейхиссалату вассалям, вместе с Абу Бакром незаметно вышли из того дома, несмотря на то, что они находились перед его домом, Всевышний Аллах навел на них сон, они уснули, и пророк вышел, даже посыпал на них голову, землю посыпал, и ушли вот так. И, естественно, среди этих людей был враг ислама Абу Джахаль. Амр ибн Хишам его звали, но его прозвали Абу Джахаль. Ему стали предъявлять претензии другие язычники. Почему ты дверь не сломал? Ты зачем ему дал уйти? Почему ты не ворвался в этот дом, не сломал дверь, не зашел, что ты его не схватил? Почему ты дал ему возможность убежать пророк, алейхиссалату вассалям? И вот обратите внимание, что Амр ибн Хишам говорит, Абу Джахаль говорит: وتقول العرب روى عمرو بن هشام بنات محمد وهاتك حرمة بيته. И вы хотите, говорит, чтобы потом люди говорили, что Амр ворвался в дом, то есть обесчестил дом пророка, нарушил честь, и вы хотите, чтобы потом обо мне говорили, что я напугал дочерей пророка? То есть, знаете, вот тогда вот тоже вот эта мораль определенная, да, и определенное чувство уважения, чести, достоинства другого человека, оно тоже было. Даже он сказал: неужели вы хотите, чтобы потом говорили, что я ворвался в дом пророка, испугал дочерей, не пророка там не говорил, вы хотите, чтобы обо мне говорили, что я испугал дочерей пророка и как бы нарушил честь и растоптал достоинство его дома? Вот такие слова Абу Джахаль сказал. И во многом, конечно, благодаря морали, достоинству, высоким нравственным поступкам, честно, по большому счету, ислам до нас дошел, ислам распространился в огромных масштабах и так быстро, именно благодаря нравственности, морали, благодаря уважению к чести и достоинству человека. Благодаря уважению к чести и достоинству человека ислам очень сильно распространился. И таких примеров очень много. Я хотел вам привести несколько примеров того, какое место в исламе занимает честь и достоинство человека. Ибн Умар, однажды обходя Каабу и взглянул на Каабу, таваф совершал, смотрит на Каабу и говорит: «Я Каабат ар-Рахман, ма абхак, ва ма аджмаляк, ва ма а'азам хурматук». О Кааба, милостивого Аллаха, как ты величественно, говорит, как ты прекрасна, как велика твоя святость, говорит. «Валякин хурмату му'мини инда Аллахи а'азаму мин хурматик». Однако честь, достоинство, святость верующего выше твоей святости. То есть для Всевышнего Аллаха гораздо хуже, если будет порушена честь и достоинство верующего человека, чем будет порушено достоинство Кааба. Вот настолько это наша религия. И поэтому пророк, алейхиссалату вассалям,
говорил: «Ляйса минна ман лям юваккир кабирана, ва ярхам сагирана, ва юджалли алимана». Ни из нас не имеет отношения к нам тот, кто не проявляет почтения к старшим, не проявляет милосердие к младшим и не выказывает почитание, не почитает, не проявляет почтение к улямаам. А это в те времена тоже крайне было на высоком месте почтения. То есть наше общество как должно развиваться, наше общество как вы себя должны вести? В любом обществе, вот мы живем, кто-то есть старше нас, кто-то есть младше нас, есть ровесники. Отношение к ровесникам как к брату, отношение к старшему как к отцу, отношение к младшему как к своему сыну, милосердие, почтение к старшему, милосердие к младшему как к своему, уважение, почет к своему брату, к своему ровеснику. Вот такое отношение, если мы будем развивать, поддерживать, конечно, у нас будет достоинство, у нас будет успех, благополучие. Зайд ибн Фабит был такой сподвижник пророка, алейхиссалату вассалям. Он когда хотел сесть верхом на лошадь или на верблюда хотел сесть, Ибн Аббас помог ему, взял вот это, как называется, стремя, куда ногу кладут, стремя взял, помог ему, чтобы он туда вот держал это стремя, чтобы он туда ногу свою вложил, чтобы ему было легче залезть на лошадь верхом. И он говорит, Зайд ибн Фабит ему говорит: «Мадат основа ядна Амма Расулиля, ты что делаешь, о двоюродный брат посланника Аллаха?» Ибн Аббас был двоюродным братом посланника. «Ты что делаешь?» Говорит. Он говорит: «Хакада умерна аннуджилля улямаана». Вот так нам велено проявлять почтение к нашим улямаам, говорит Зайд ибн Фабит. Тогда Зайд ибн Фабит резко соскочил с лошади и поцеловал его руку. Он говорит: «А ты что делаешь?» Говорит. Вот так нам велено проявлять любовь и уважение к семье пророка, алейхиссалату вассалям. Вот на таком отношении друг к другу вот эта красота нашей религии, мораль, вот благодаря этой морали, благодаря красоте, благодаря, опять-таки повторюсь, уважению к чести и достоинству друг к другу, наша религия процветала и дальше будет процветать, иншаллах, если мы это будем поддерживать. Когда пророк, алейхиссалату вассалям, скончался, и уже возник вопрос избрания халифа, Абу Бакр тут же сказал Умару: «Мудда ядака любаяка». Он говорит: «Умар, протяни руку, чтобы я тебе присягнул, чтобы присягнул тебе как халифу». Умар говорит: «О, Абу Бакр, я за всю свою жизнь не видел, чтобы ты где-то оступился». То есть он посчитал вот этот его жест, что он хочет ему присягнуть, он даже это посчитал какой-то уже... Я же никогда не видел, чтобы ты ошибался. Говорит, как ты мог это допустить, честно говоря? Я говорю, то есть он отказал ему. И Абу Бакр ему говорит, Умар говорит, почему он решил ему присягнуть? Он Умару объяснил: «Умар говорит, ты, говорит, сильнее меня». На самом деле, действительно, Умар был и физически был крепче и сильнее, и духом был крепче и сильнее. Вы все знаете, должны знать, по крайней мере, кем был Умар ибн Хаттаб. Абу Бакр ему говорит: «Умар, ты сильнее, говорит, ты более достоин того, чтобы стать халифом». Умар ему говорит: «Однако ты достойнее, говорит, я сильнее, но ты достойнее, говорит, о Абу Бакр». Вот обратите внимание, какой здесь идет обмен. Абу Бакр ему говорит: «Валякин фадли би кувватика», мое достоинство, говорит, благодаря твоей силе. Вот такое было уважение, вот так они знали о заслугах и достоинствах друг друга. И, естественно, все потом присягнули Абу Бакру. Абу Бакр был халифом первым. И не то, что там друг к другу. Вы же знаете, какое отношение к чести и к достоинству было и к женам, к супругам. Пророк, алейхиссалату вассалям, чтобы подчеркнуть достоинство женщины в первую очередь как человека, а уже потом как женщины, как человека,
Пророк, алейхиссалату вассалям, пил именно с того места, где пила его супруга, скажем, Аиша. Откусывал от того места, откуда она откусывала, да, чтобы показать, проявить какое-то уважение к ее достоинству. И иногда он, чтобы вызвать симпатию, вот проявить какую-то милость, симпатию, он один раз Аише говорит: ты знаешь, говорит, я знаю, говорит, когда ты мной бываешь, говорит, доволен, а когда ты на меня злишься. Пророк, алейхиссалату вассалям, говорит Аиша. Она говорит: каким образом, говорит, как ты это узнаешь, говорит. Он говорит: когда ты, говорит, на меня злишься, пророк, алейхиссалату вассалям, ей говорит, когда ты на меня злишься, ты говоришь: ля варабу Ибрахим. Нет, клянусь Господом Ибрахима. Я, говорит, из этого понимаю, что ты на меня как-то... Ну, причин гневаться, злиться на пророка у них было, конечно. Там же была не одна супруга. И у всех у них было... Они были достаточно ревнивы друг к другу. И, видимо, на какой были такие ситуации, эмоции. И он ей говорит: когда ты говоришь: нет, клянусь Господом Ибрахима, я понимаю, что ты мною недовольна. Как, говорит, когда, говорит, ты говоришь: нет, говорит, клянусь Господом Мухаммада, говорит, я, говорит, пророк, говорит, алейхиссалату вассалям, я, говорит, понимаю, что ты, говорит, мною довольна. И Аиша сказала: «Валлахи ля авкуру исмака илля билисани, валякиннака фи кальби, валякиннака фи кальби, я Расулаллах». Он говорит: я даже, если даже, говорит, я твоего имени, говорит, устами, говорит, не произношу, говорит, но я его произношу своим сердцем. Аиша сказала. Еще вот, говоря о достоинстве, о почтении друг к другу, об уважении, Сальман аль-Фариси, это уже тоже были времена уже после пророка, алейхиссалату вассалям. Сальман аль-Фариси навестил, то есть Умар поставил Сальман аль-Фарисия наместником в определенном населенном пункте, поставил наместником, по-моему, в Мадайне, это на территории Персии. И его навестил, к нему зашел Абу Зар, другой сподвижник пророка, известный сподвижник пророка. Абу Зар к нему зашел и смотрит, Сальман аль-Фариси тесто, нечка это, хамурваса. Сальман, Абу Зар видит, что он месит тесто, и ему говорит: аджабам, таджнуль аджина ва тавир. Удивительно, говорит, ты же говорит, наместник, наместник огромной территории. Говорит, ты что, тесто, что ли? У тебя, как ты позволяешь себе тесто месить? Он, посмотрите, что он говорит. Сальман аль-Фариси говорит: Арсаль аль-Хадима иля суки. Я, говорит, свою услугу, говорит, отправил, говорит, на рынок. Я, говорит, я не хотел ему загружать его делами, говорит. И тесто месить, и на рынок пойти. Я, говорит, не хотел ему два задания получать. Попросил его просто пойти на рынок. А сам был тесто месить. К Али ибн Аби Талибу один раз пришли гости. Али ибн Аби Талибу пришли гости. Тоже уже, по-моему, насколько я понимаю, был период, когда уже был халифом. В другой комнате был, видимо, его раб. Он его зовет его. Вот такой-то, говорит, принеси гостям воду. Ответа нет. Еще раз говорит, несколько раз повысив голос, кричит: эй, говорит, такой-то, говорит, принеси гостям воду, принеси. Он не слышит. Али ради Аллаху, идет в другую комнату посмотреть, может, там он уснул. Он лежит, не спит, нога на ноге. Он говорит: ты что делаешь? Ты не слышал, говорит, когда я тебя уже несколько раз зову, говорит, ты не слышал, что я тебя зову? Как? С первого раза, говорит, я тебя услышал, говорит. Я тебя услышал с первого раза. А почему ты, говорит, не стал, говорит? А потому что я, говорит, абсолютно спокоен, что ты меня не накажешь. Я абсолютно спокоен, я знаю, что ты меня не накажешь. Али Аби Талиб смеется, идет к гостям, рассказывает эту вещь. Они говорят: эй, продай его, говорит, зачем он тебе нужен? Нет, говорит, я его не продам, я буду учиться терпению, говорит. Я буду учиться терпеть его выходки.
радиаллаху анхум. Поэтому, дорогие мои братья, порядочность человека, его доброта, его нравственность, конечно, во многом, наверное, она и зависит от того, как мы ее формируем, а формируем мы ее в том числе благодаря и намазам, и постам, и так далее. Однако никогда, ни сейчас, ни в те времена намазы, посты показателем нравственности, порядочности не являлись. Не являлись. Даже тогда. Когда во времена Умара ибн Хаттаба, видимо, к какой-то девушке посватались, и Умар ибн Хаттаб спрашивает, кто за него что знает за этого человека. Они уходят и говорят, я его знаю. Говорит. И Умар ибн Хаттаб ему говорит, ты с ним в дорогу выезжал? Говорит, нет, говорит. У вас, говорит, между вами динар и дирхам был, то есть торговля, какие-то дела были такого мирского характера, да, торговля, продажи и так далее? Нет, говорит. И он там ему стал перечислять какие-то... Ты, говорит, в родстве с ним, говорит, состоял, ты на его дочери там женился, или он женился на вас. Нет, говорит. А с чего ты, говорит, взял, что ты его знаешь? Он, говорит, подолгу, говорит, делает сужда и подолгу делает, говорит, поясной поклон. Этот человек так его охарактеризовал. Он подумал, что он его знает, потому что, как хорошего человека, потому что он подолгу бывает в поясных и земных поклонах. А Умар ибн Хаттаб ему сказал, тогда ты его не знаешь, говорит. Даже тогда, понимаете, один ибадат. То есть ибадат, наше поклонение должно иметь плоды. Плоды должны быть в виде нашей нравственности, в виде нашего, то, о чем здесь говорилось, не посягательство на жизнь, не посягательство на имущество другого человека, не посягательство на честь, на достоинство. И если всего этого нет, ну, тогда на самом деле этот человек просто обманывает других. Своими намазами, своими постами он просто вводит в заблуждение других людей, которые думают, что он носит там головной убор, держит четки на руках. И то есть большинство же людей все-таки так воспринимают, что человек порядочный, наверное, порядочный, потому что у него такая символика развита. А символика, к сожалению, не показатель. Более того, сейчас многие этой символикой и пользуются для того, чтобы ввести заблуждение и какие-то решить свои личные вопросы, проблемы и так далее. Конечно, из этой истории, из других историй нам, иншаллах, дай Аллах, чтобы мы все, в первую очередь, и я, и вы, извлекли пользу из этих историй. Пусть Аллах Всевышний не лишит бараката наших сахабов, наших имамов. Дай Аллах, чтобы вот такие уроки, такие маджлисы приносили пользу нам и всему обществу, иншаллах. Пусть ваша мечеть всегда будет вот такой же полной. Я думаю, над этим поработает, будет стараться. Если позволите, как-нибудь еще раз приду. Kim bilir, gelecek boş konukça yetecek mi? Baranızda da Allah razı olsun. Ali Abdullah'ım gibi dua etsin. Biz gelgen adamla tutuyoruz, paylaşım yapıyoruz. Elhamdülillah Rabbil Alemin.
أمة من أرسلته رحمة للعالمين تقبل بحرمة سر سورة الفاتحة.